Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. А вы знаете, и чем отличаются татарские лапти от русских? Все это вы узнаете из нашей сегодняшней программы, которая посвящена выставке «Золотые руки мастеров». Традиционные ремесла передавались из поколения в поколение. Немало было ремесленников среди татар. Некоторые секреты мастерства навсегда утеряны. Но энтузиасты, ученые, исследователи восстанавливают подошедшим до нас предметом декоративно-прикладного искусства древнейшие традиции народных ремесел. Мы с вами находимся на выставке «Золотые руки мастеров. Народные промыслы татар». Татарская коллекция, в общем-то, ключевая коллекция, титульная коллекция Национального музея. И хотя она может быть не столь многочисленна, как коллекция нумизматики или там бытовых предметов, да, и не составляет 100 тысяч единиц хранения, но тем не менее каждый предмет в этой коллекции, он дорог нам как крупица тех традиций, как то, что мы должны сохранять, потому что это еще и нематериальное наследие нашего народа. То есть в каждом предмете, созданном руками старых мастеров, скажем так, да, которые создавали и одежду, и обувь, и ювелирное украшение, и какие-то предметы быта и утвари, в этих предметах, в общем-то, зашифровано, заложено, сохранен и способ их изготовления. И вот этот способ изготовления тоже хранит Национальный музей Республики Татарстан. А это составляет нематериальное культурное наследие нашего народа. Перед вами представлена столярная мастерская татарского мастера. Что мы здесь видим? Конечно, условно, во-первых, стол мастера. Обычный стол, стулья. Инструменты. Мы постарались представить то, что можем. Рубанки разные, фуганок, скобель. И все это находится специально в шкафу. И все вот эти приспособления, они сами являются изделиями столяра. На стене у нас очень представлено, постарались представить разные наличники. Они представляют разные эпохи. Вот смотрите, первый наличник — это конец 19 века. Мы все говорим, что татары мусульмане, уже запрет изображения живых существ, но вот заморфный орнамент, он остается скрытый. Вот смотрите, наличник наверху — это у нас вот такая птица, которая охраняет вход в дом. Но его уже трудно угадать. Наличник более близкий к нашему времени — это середина 20 века, Балтасинский район, деревня Смаиль, как раз родом с тех краев я. Уже пропильная резьба, но татары все равно, это способ, там если это накладная, это пропильная, она позже, но все равно татары берут тот орнамент, который нравится. Очень интересный наличник третий, верх наличника, это татаро-мишари, глухая домовая резьба, свойственна для русских. Но, видимо, татарам вот этот орнамент с техники исполнения понравилось, и они взяли вот этот орнамент. Но взяли тот кусок, который именно татарам нравится. Второй ряд у нас представлен, донцы приалок. Смотрите, вы скажете, а где тут геометрия, где тут растительная орнамент? Тут уже идет геометрия. Вот волей-неволей в некоторых вещах, например, в ткачестве, мы не можем избежать геометрии. Но и там искусствоведы улавливают, что это геометрия, переделанный такой цветочный орнамент. Здесь у нас деревня Асанбаш. Там, по-моему, очень сильное кряшинское влияние. А вот эта прялка, место изготовления неизвестно, но в центре там надпись орнамент геометрический, солярный, а в центре надпись имя хозяйки.
Здесь представлены те промыслы, которыми прославились казанские татары. Это и ювелирное искусство, это искусство изготовления узорной обуви, как мы видим, это и золотошвейное искусство, искусство изготовления головных уборов, колфак, тюбетей. Вышивка – это один из видов декоративного прикладного искусства татар. На татарском называется щигу. Основная вышивка, она была тамбурной у татар. Подразделяется низкий тамбур и, конечно же, высокий. Низкий тамбур означает эльме, высокий тамбур куприткен эльме. Чем он интересен? Высокий тамбур немножко напоминает ковровую вышивку. Вышивка – это было, наверное, основной частью татар, то есть, можно сказать, они этим жили. Почему? Потому что у татар, они были религии ислам, не разрешалось изображать лики людей, а именно глаза человека, глаза изображения. Это связано было с тем, что если человек нарисует или же сделает вышивку, якобы, что потом не продолжалось поклонение идолу. Это было до принятия еще ислама. И поэтому не разрешались изображать лики. И поэтому татары, они через вышивку показывали свой внутренний мир, свое состояние, свое окружение. То есть, что они хотели сказать. И вот этот кругозор, это все можно видеть на их вышивке. Татарская вышивка, в основном, она была полихромная. То есть, разноцветная, полихромная композиция, в основном цветочно-растительный орнамент. Были какие-то стилизованные элементы зооморфного орнамента, то есть животного. Но в основном это были лебеди, голуби, орлы. В этом фартучке, фартучек сначала он был элементом рабочей формы, потом уже постоянно носили татарские сельские девушки, поэтому стал уже комплексом костюма сельской девушки. Давайте посмотрим на костюм. То есть платье татарская девушка сельская длинное, на подоле могут быть оборки, также оборки могли быть на длинных рукавах. Головной убор называется аккалфак, очень был популярный в свое время аккалфак. И, естественно, фартук, который вышит. Обязательно вышивался фартук, на фартуке тамбурная вышивка. Вышивка была цветочно-растительной в большей степени. Что касается орнаментов, орнаменты, конечно же, некоторые были уже связаны с древнейших времен, начиная с Волжской Булгарии, например, цветок лаля, то есть тюльпан цветок. А тюрки, они были степным народом, то есть они кочевали из одного места в другое, и когда каждый год все одно и то же, то есть они кочуют из одной степени в другую, они видят раз в год покрытые тюльпанами поле, роскошное поле в тюльпанах. То есть, представляете, человек идет по нецветным, зеленым, так скажем, лугам, полям, и вдруг они видят красное поле тюльпанов. То есть вот это явление связано уже с каким-то просвещением, что-то такое новое, и даже связано было даже с Новым годом, как Навруз, например. Да? И вот этот символ тюльпан, он выбрался как символом возрождения, святого, чего-то нового. Даже символ тюльпана можете видеть на многих мечетях, мечети Кул-Шариф, также на многих вышитых и полотенцах, и молитвенных ковриках, и фарточках. То есть были определенные мотивы, которые что-то обозначали. Бледно-сиреневого цвета это колфак и шелковые трикотажи, вышивка синельную, то есть специальная была ниточка, которую вышивали. Это 19 века. Носили такие красивые колфачки. Чуть дальше можем видеть, что колфачки немножко видоизменяются, то есть мода диктует свое. Также меняется и ткань, то есть более богатые могли себе позволить бархат, шелк, какие-то другие шикарные материалы. Второй колфачок, он уже из бархатной ткани, то есть помимо каких-то ниток при вышивке использовался бисер, жемчуг или же, например, под жемчуг были специальные бутоньеры.
то есть поддельный жемчуг, можно сказать. Но здесь представлен бисер. Также очень интересный орнамент, то есть не какой-то один цветочный орнамент, да, это уже получается как бы древо жизни. Это тоже очень основной, это тоже центральный орнамент. С чем он связан? Древо жизни, это, как мы знаем, родословное человека, то есть щежере, да? Как бы раньше из поколения в поколение это передавалось, люди должны были знать свое родословное. Даже когда, например, человек хотел, вернее, например, мужчина хотел жениться, что делали раньше? То есть приходили старшины, были специальные люди, которые узнавали, например, будущую жену, то есть поколение проверялось, в частности, родословное, там, были какие-то совещания, там, о родословности, да, и поэтому вот это большое значение придавали вот этому древу жизни. А в древе жизни в основном что изображалось? Вот видите, в самом конце вот этого дерева мотива можете видеть корень. То есть корень – это самое главное, какой будет корень, такой будет и росточек, да. Также корень, то есть это основа семьи. Она должна быть очень плотной, хорошо, как бы углубленной в землю, да. Также потихоньку порастают росточки. Здесь можете росточки, стебелечки, листочки, открытые цветы. Даже где-то можно увидеть уже после цветов уже семена. Женщины с любовью занимались рукоделием, шили себе и своим близким, вкладывая в работу свои умения и эстетический вкус. Многие узоры и украшенные ими предметы считались оберегами. Шиповник и рябину называли растениями счастья. Роза считается знаком красоты и любви, а гранат – признак богатства и плодородия. Узоры народной вышивки словно молчаливые свидетели прошлого. Такой ткацкий станок был практически в любой татарской деревне. И все женщины умели ткать, к примеру, вот такие половички или более изысканные ткани. Ткачество – это самое распространенное занятие у татар, как и у многих других поволжских народов. Оно имело значение домашнего занятия, это домашнее ремесло. Практически в каждом доме был стан, на котором изготавливали ткани в основном для предметов домашнего убранства, ну и в малой степени для пошива одежды. Только в ранний период, вплоть до середины XIX века, татары шили одежду из домотканного полотна. Ну и, конечно, наиболее распространено ткачество было у татар-кряшин, которые до сих пор, до настоящего времени, ткут полотна, узорные полотна. Здесь у нас представлено белое бранье, то есть когда с помощью только белых нитей создается геометрический орнамент. Это очень уникальная техника и очень редкая на самом деле. Вот. Из пестреди, эта ткань в крупную или мелкую клетку, татары изготавливали салфетки для кухни и либо вот такие вот большие скатерти. То есть у нас есть заправленный стан. Причем мастерица заправляла сразу нити в том порядке, в котором должен у нее получиться орнамент. То есть это при заправке это уже расчет. Это могла сделать только очень искусная мастерица, профессиональная мастерица. Почти в каждом татарском селении были мастера резьбы по дереву. Умельцы могли сделать из такого простого, но удивительного материала, как дерево, практически любую бытовую утварь, и сундук, и нарядный резной орнамент. Несмотря что у татар развиты промыслы, животноводство, все-таки земледелие остается основным занятием. Никуда мы не денемся. Зерно сеялось самым опытным членом семьи, дедушкой или отцом. Вот когда зерно уже убрали, снапы его сложили, надо было обмолотить. И нам нужно вот такое приспособление интересное. Уже наше поколение забыло, но я еще застал, видел. Это сеп, чубагач, субагач. Берется, снапы зерна, кладутся, и вот под определенный мотив крестьяне,
били, значит, по снопам. Зерно, которое получили, надо, так сказать, отсортировать, почистить. И вот придумали вот такое грохот кружало или большое сито. Оно подвешивалось, зерно насыпалось, где-то пуд, подвешивалось, и вот сито, значит, или трясли, или, так сказать, вот так крутили, и легкий мусор поднимался вверх, а камешки мелкие опускались вниз, то есть сортировка. Следующий инструмент или приспособление, связанное с обработкой зерна, это вот такой большой совок, сышкыш, для зерна. В русском языке было очень интересное название хапуга. Вот как битка хапуга, видимо, идет оттуда. То есть надо было взять много зерна, чтобы потом переработать. Крестьяне придумали вот такую зернотерку. Значит, я тоже еще как бы в деревнях видела. Зернотерка. Зерно берется, сыпется сюда, тут, конечно, расстилается ткань, и мы получаем муку и крупу. Значит, вот этими зернотерками, они очень простое устройство, значит, на рабочей поверхности набивались, значит, металлические осколки, обычно это был чугун, значит, и вот когда крутите, зерно размалывается на крупу и муку. Также мы в интерьере татарского двора постарались показать колодец. Вообще-то, если брать, так сказать, по большому делу, вот особенность татарских деревень. Всегда в татарской деревне есть родник. Например, в русской деревне это не обязательно, если колодец есть. Все-таки татары зависели от родника. Видимо, она и вода вкуснее. Например, когда я приезжал в деревню, мы ставили чай, и мама меня всегда отправляла: иди-ка, сынок, сходи на родник, родниковой воды попьем, потому что вода там вкуснее. Но колодец был даже в том доме, вот где мы сейчас живем. Дедушка мой как раз занимался промыслом по рытью колодцев. То есть колодец, это вообще-то это водопровод того времени, потому что воды для хозяйства много, или для полива, или для скотины. Но, оговорюсь, колодезная вода, она жестче. Перед вами, значит, как бы, ну, это новодел колодца, а вот ведро у нас подлинное. То есть вот все мы привыкли к современным ведрам, а вот для 19 века вот такие ведра, это были классика. Они цилиндрические, вот такой формы и фабричной работы. В витрине представлены головной убор, женские, мужские. Женский головной убор называется колпаки, а мужские тюбетейки. Посмотрите, они каждый не расшиты. Например, тюбетейки мужские золотной вышивкой, а женские жемчугом. Вот эти женские колпачки называются катаджи. Катаджи, вот в основном их носили девочки или, например, то есть молодые женщины, да? То есть вот так вот все крепировалось, то есть декорировалась определенная часть головы, и сверху уже покрывался платок или же шаль. То есть хочу сказать, то, что мода диктовала свое, колпачки видоизменяются, тюбетейки тоже видоизменяются. На некоторых тюбетейках вы можете видеть фески, это связано с влиянием восточных стран, в частности с Турцией. В одно время татары носили даже турецкую феску, то есть это красная шапочка такая, да, длинная, ну, то есть высокая, в отличие от нашей тюбетейки. Ну и сверху, конечно же, кисточка феска. У нас, конечно, это не прижилось, как вот татарский, да, так скажем, костюм, но она, посмотрите, видоизменилась. То есть татарская тюбетейка, в то же время есть феска. Вот такие тюбетейки тоже можно видеть в нашем музее. Татарская обработка дерева имеет свои образцы. Например, возьмем бандарный промысел. Бандарный промысел по изготовлению бочек, но оно требует определенных навыков. Скорее всего, к нам проникло с Европы, наверное, к татарам идет через русских. Значит, смотрите, бондарь сперва берет дуб, чурбан, раскалывает его на плашки, как раз вот бить баклуши, выражение появляется оттуда. Мы получаем вот такие баклажки и уже из них собираем бочку. Для того, чтобы сделать вот эти плашки, нужно вот такое приспособление, бандарный станок. Значит, все-таки, насколько полевые исследования у нас показывают, все-таки вот этот бандарный промысел у нас в Среднем Поволжье встречается больше у русских и у мордвы. Татары все-таки вот по своему дедушки, я знаю, они любили, значит, изготавливать уже другим способом, долблением.
не бандарный, а это долбление, например. Это приспособление, значит, тут нам нужно уже меньше, вот этих станков не надо, а нужно только тесло. Берется липа, значит, центр вытесывается и уже вставляется дно. То есть тут работа поменьше. Но вот этот предмет очень для татарских этнографов известный, так называемый обед-челек или обеденное ведро. Вот в таких ведерках, оно бандарной работы, значит, татары брали поле на работу обед. Значит, тут, что хорошо, есть и крышка, есть и ручка, и даже вот этот ободок, он еще не металлический, а из лозы. Ильнур Рашидович, скажите, пожалуйста, а чем отличались татарские лапти от русских лаптей? Ну, отличие большое. Вот, когда я начал работать в музее, 3 года я не мог отличить татарские русские лапти. У всех, скажем, местных народов, до русских, если это выражение правильно звучит, значит, оно плетение прямое, на носке идет. Значит, носок, плетение прямое. Русские лапти, косое плетение. Это, конечно, лучше показать на лаптях. Значит, это все-таки говорит, что место формирования этих народов было разное. Значит, у удмуртов, марийцев, значит, у татар прямое плетение, русские косое плетение. Татарские лапти не имеют различия правая лапоть или левая лапоть, то есть их можно универсально, значит, менять. Значит, русские лапти требуют больше времени для изготовления, и, естественно, они будут дороже. И в XIX веке идет такое явление, по мнению этнографа Наиля Халикова, что татарские лапти из-за дешевизны начали потихоньку вытеснять из рынка русские лапти, потому что дешевые. Основное занятие татар – это земледелие, но оно не может прокормить всю семью. Земли мало, земли плохие, значит, и крестьяне обращаются к промыслам. И вот этот промысел нашу деревню, видимо, спас. Значит, плели лапти. Я имел хороший источник информации, мама мне подробно все это рассказывала, вот ее рассказ. Значит, плетению лаптей научил дедушка Хабиб Рахман. Значит, надо было сплести, день норма была, 6 пар лаптей, пока не сплетешь, тебе ничто не полагалось, ни игра, так сказать, ни отдых. С детства начинали плести, да? Плели, потом все это везли Малмыш, на рынок, был там специальный рынок именно для лаптей, и татарские лапти, как дешевые, пользовались спросом. Возможно, татары этот промысел переняли у местных марийцев, потому что все-таки вот этот лесной промысел, связанный с обработкой лесного материала, он, наверное, все-таки генетически более свойственен лесным народам, чем нам. Уста, мастер, так почтительно называли в старину всех известных ремесленников, тех, кто изделиями своих рук снискал большую славу. Вы знаете, как красиво одевались люди, оказывается. Вообще очень здорово, правда. И спасибо, что вот это все собрали. Очень понравилась одежда, вот украшения и обувь, конечно. Обувь выше всяких похвал. Чем мы больше знаем свою историю, чем мы больше знаем свои традиции, чем мы больше носим свою национальную одежду, тем мы больше остаемся людьми. Каждая витрина – это, в общем-то, свидетельство большого собирательского труда, и не только современных наших музейных сотрудников, но и тех коллекционеров, которые вот как наследие оставили нам свои коллекции. Это и Лихачев, и Заусайлов, и Секлер, то есть вот многие коллекции здесь представлены. Мы постоянно обновляем эту экспозицию, то есть заменяем предметы, чтобы посетители могли ознакомиться с коллекцией полностью. То есть со временем она меняются какие-то ее разделы, вот, и мы приглашаем, формируем новую экскурсию и приглашаем всегда посетителей посмотреть эти коллекции. Каравай крае,
Дружко!